конце 1943 года все калмыки были обвинены в пособничестве фашистам и объявлены предателями и врагами народа. По указу Верховного Совета Советского Союза было постановлено ликвидировать Калмыцкую ССР, а всех калмыков выселить в Алтайские и Красноярские края, Омскую и Новосибирскую области и другие северные районы. Операция под названием «Улусы» была четко подготовлена и воспроизведена силами НКВД. За несколько часов около 100 тысяч человек были вывезены из своих домов и распределены по вагонам. Спой, калмычка, про ссылку в Сибири. Мир с тобой был коварно жесток, как скотину тебя увозили в Заполярье, на Дальний Восток. Что творится вокруг? Кто ответит? Но молчит молодой конвоир, и завыл поминальный ветер, и вокруг опрокинулся мир. Онемело, оглохло от горя, и молитвы развеялись в поле. Отвести не сумели беду. В песне было тебе утешение. Ты опорой народу была. И за что, за чьи прегрешения наказание несла и несла? Пела жалобно, тяжко стоная о тоске по родимой сторонке. Голосистая птичка степная для народа была живоронком. Ни холера, ни власти, ни холод не могли в песне вытравить душу. Ни застывший младенец, ни голод, ни цинга, ни оглохшие уши. Снизошла тара белая с неба, русской женщиной горю внимая, и краюху ячменного хлеба подала сибирячка хромая. Пой, калмычка, я выдержу, слезы не пойдут вновь за новой бедою. И сушили крутые морозы то, что жгучую звали слезою. Пой о правде, чтоб мы не забыли. Нашим детям про боль расскажи, как ты выжила в лютой Сибири, как ты слушала песни Джангарчи, как сибирские песни сложила, сохранила и пела навзрыд. Ты всех преданий песни служила, и твой голос не будет забыт. Галогедек шовоня, гадара нерге несена, газарусан санаханя, гаждан ölümсан асхарна. Газарусан санаханя, гаждан ölümсан асхарна. Кермегедек ангеня, кете сехен ангова. Китен северин завулын гене, кезе мартаху. Китен северин завулын гене, кезе мартаху. Тоғырон геде шовоня, толға ерге месена, тұғылат өссін еде авань, толға сүгіртен үлділі. На севере остались. Екі кисын күнтан ирнәсі, енкір нерін ділкәді бәхи. Ецкі кеду енкір бұлчын, екләтірі әділчі чатхи. Наласын өргін тейіктен өсләт, нарни халуынды шатчы ташлат.
Халмык тегін үрін төләден, хәлінгü жөрін сеткілта болнат. Докшын киетінді дарат, көрәт, дагжыңды түржі овлат. Эмерін күчір күндегі дағат, эңкірілжі халқылқы әрін сеткілтәт. Акы, ачта туста акы, алтын делкәді маднигі ғарғылат. Дурта төләден уырған өгәт, даңгин өрчінден шахат өскіләт. Акы, эңкір акы, алкынасындан танигім артқып. Алтын шарығын арынсын хәрді акы, танигіт кенлә дүнсүлхіп. Экин сеткілці вір, ені делкәді ховыр. Екі мини тенгір, евря жырғылдым эңкір, екі сәхін ерднәсі эңкір садын бәхей. Тірі бейдің, тедна ғарғылсын үрдүйдің, ендүйғар зәримден оратчы, екін сәхнігі меднәведін. Дала үлігі келішкі өдін, дарун иегат ақрар түксәнәведін. Екі тана күркісін ачиғы, әні насындан хәбілжі чатшқы өдін. Надеюсь я, что мой загробный голос пройдет сквозь расстояния, года. Хочу я поделиться правдой голой, как сгинула в Сибири я тогда. Мне было 29 той весною, имела 3 детей, один другого мал. Мой муж погиб геройски под Москвою, меня погнали на лесоповал. В деревне Енисейские дали, единственной калмыцкою семьей, мы тяжко на отшибе проживали, в избе, почти сравнявшейся с землей. Когда я уходила на рассвете с мужчинами валить таежный лес, то сердце разрывалось. Мои дети, одни ведь оставались на день весь. Перед уходом я им оставляла картофель прошлогодний, хлеб и жмых. По тем годам считалось, что немало, ведь не было такого у иных. В тот день, как помню, снега навалило, такое там случалось и весной. Сырни калмыкам юношей пилила обычную двуручную пилой, работала и думала о детках. Вдруг разобьют окно, а вдруг угар,
И не дай бог шалуне малолетки устроить ненароком там пожар. Я каждый день так думала с тревогой, и каждый день гнала те мысли прочь. Я каждый день в душе молилась Богу, просила поддержать и мне помочь. И как ждала я голос бригадира: «Кончай, братва, до завтрашнего дня!» И не было тогда в подлунном мире желаний той команды для меня. О, как домой врывалась я орлицей, как плакала, что был напрасным страх, увидев их описанных, их лица немытые, чумазые, в соплях. Я целовала дедов голос воя и крепко прижимала их к груди. И дети тоже плакали со мною: «Мамуля, никуда не уходи». Тенгере бурхан нершеже Яман гидгилалая Дусаня ядгарла сюни талая дусан Яхсанла күне гемедене Яғады мадниге еншерілсем Яхсанла күне гемедене Яғады маднигемді салығысым Больше не могу. Эрін ғарсын араня, әңктесі қандығырығыла, әнжін күне зоғылың етін өнірі, усын еметі қышла, әнжін күне зоғылың етін өнірі, усын еметі қышла. Шоғым оданнан, өйсе тұндасад yoğalan
тайга